Но мне подсказывают из аппаратной, что вышел на связь наш корреспондент, мой коллега Родион Маринчев. Он приехал к тому самому месту, где еще вчера была соборная мечеть, снесенная накануне. Родион. Да, Маша, здравствуй. Я надеюсь, меня видно и слышно. Вот за моей спиной буквально в эти минуты вы видите, продолжается строительство. Это новый комплекс зданий Московской соборной мечети. А вот до вчерашнего дня рядом стояло историческое здание. Оно было меньше, скромнее по размерам. И, собственно, вот в этой дате многие видят какой-то не очень хороший смысл, потому что мечеть снесли именно 11 сентября, в день десятилетия большой трагедии в Нью-Йорке. Ну, по крайней мере, вот некоторые мусульмане проводят такие параллели. Надо сказать, что внутри мусульманского сообщества Москвы до последнего времени не было единого мнения о том, нужно ли сохранять историческое здание мечети, построенное еще в 1904 году на деньги купца Ерзина. Надо сказать, что нет такого единого мнения до сих пор. В 2005 году началась реконструкция комплекса мечети, и вот я повторюсь, она продолжается до сих пор. Собственно говоря, долго спорили, нужно ли сохранять историческое здание. Поначалу его включили даже в реестр исторического наследия Москвы, но где-то 1,5 года спустя это здание из реестра вычеркнули. И было решено все-таки его снести. В настоящий момент оно снесено до основания. Большинство, собственно, мусульман восприняли, как видно, это спокойно, хоть есть отдельные, конечно, представители духовенства, которые выражали свое возмущение, но, по крайней мере, пока обстановка здесь спокойная, будем надеяться, что так будет продолжаться и дальше, но все-таки для многих москвичей вот старое здание мечети является таким очень важным символом и очень важным историческим объектом. В свое время, за вот чуть больше века оно существовало, и за это время сюда приезжали разные мусульманские лидеры. Надо сказать, что это было даже еще в советскую эпоху. Но вот такой интересный факт. В 1969 году, например, в год Ливийской революции здесь, в Москве, собственно, эту мечеть посещал ныне свергнутый ливийский лидер Муаммар Каддафи. Поэтому, безусловно, некую историческую ценность оно представляло. Маша? Да, спасибо, Родион. Но не только потому, что в этой мечети побывал Муаммар Каддафи, она представляла историческую ценность, безусловно. Кроме того, все разговоры по поводу 11 сентября и заявления, в частности, муфтия Москвы и Центрального региона России, ну, это, кажется, очень эмоционально звучит, но дело в том, что на месте этой мечети собираются построить целый комплекс, где тоже будет мечеть, поэтому сожаления могут быть только по поводу сноса действительно исторического здания, и споры могут быть по поводу того, считать ли его историческим или нет. Но я напомню, что в 2009 еще году, в том числе и представители Совета муфтиев Гизатуллин выступили за снос здания старой мечети, в том числе потому, что она отклонялась от направления на Каабу. То есть, грубо говоря, все 100 лет мусульмане Москвы, получается, молились вовсе не глядя на Мекку, просто об этом не знали. Но это тоже вопрос споров, скорее богословский, который теперь, вероятно, не имеет смысла, поскольку здание соборной мечети накануне снесли.